Сколько творческих сил ушло на создание этих полотен, знает только автор. Для художницы Лидифы Миржоевой нет других красок, кроме тех, которые создает сама природа. Как признается женщина, без творчества она себя не мыслит. Живописью Лидифа занимается более 20 лет. Рисует с детства. Это потребность, которая требует постоянной реализации. Хоть ритм ее жизни и не позволяет творить столько, сколько хотелось бы. И жанр, и направление, я в разных направлениях. Импрессионизм, как бы не особо его все понимают, мне ближе. Понимаете, а работаю я в разных направлениях. Полюбоваться творением мастера кисти собрались деятели искусства и культуры, друзья, коллеги и родственники. Очень приятно лицезреть, видеть вот такие произведения. Лидия Мухметовна, конечно, талантливейшая девушка в современности нашей ингушской, и пишет она в разных стилях, она радует своими работами, красками. Тут настолько все интересно, что не заскучаешь. От картины к картине это все новое, все такое неизбитое, все самое, что вызывает приятнейшие чувства. Всегда приятно видеть мир глазами человека одаренного. Во многих ее картинах, представленных на персональной выставке, пейзажи с родными просторами и натюрморты. Работы художницы помогают испытать самые разнообразные эмоции, признаются почитатели таланта. Всего понравилось, вот эта работа называется «Осень в Очелуках». Написана профессионально. Многим, конечно, может она и не понравится, но я как художник говорю, что эта работа отличная работа. Там чувствуется прохлада, там чувствуется, что это осень, там чувствуется божественное спокойствие осени. Я с детства любил это время года осень. Смотря на эти картины, спектр эмоций человека. Допустим, в некоторых есть такие светлые. Можно увидеть радость, в темных, более грустных тонах нарисованные. Можно видеть спектр грусти. В руках мастера и простой весенний букет предстает произведением искусства. Поклонники отмечают в ее работах неотразимую простоту и естественность. Они несут в себе гармонию и умиротворение. Это очень талантливый и профессиональный художник. Думаю, что Ингушетия может гордиться тем, что у нас есть такие художники, как Ладифа. Хотелось бы подчеркнуть, что каждая работа Ладифы, она продумана и проработана до мелочей. Это подчеркивает ее профессионализм. Также в ее картинах, в ее работах можно наблюдать национальные мотивы. Это говорит о том, что человек патриот. Среди посетителей выставки не только ее коллеги и почитатели таланта, но и учителя. Один из них Мурат Полынкоев. Горный пейзаж, пионы, зимний вечер. Экспозиция получилась разнообразной. Правда, зал музея не может вместить всех работ мастера. В разные годы ею написано более 100 живописных полотен. Неоднократно у нас выставлялось в музее. Это были в основном совместные выставки с другими художницами. Но сегодня мы открыли ее персональную выставку. И на этой выставке она представила около 30 работ, новых работ в течение 2 лет, которые она написала. А тематика ее картин – это натюрморты, пейзажи. Тут затронута тема и горная Ингушетия. Можем увидеть натюрморты с утварью. Вот. Хотелось бы, конечно, пожелать творческих успехов, чтобы она неоднократно выставлялась в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия. Выставка «Симфония моей души» в Музее изобразительных искусств продлится до 22 ноября. Посетить ее сможет каждый желающий. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.